С двухдневным визитом в Инте находилась выездная служба сопровождения семей семейной приемной в Орди, Республики Коми. В рамках визита приезжие специалисты посетили ряд учреждений, адаптированных для людей с ограниченными возможностями, такие как спортшкола Интинская, Центр внешкольной работы, Центральная районная больница, из образовательных гимназию номер 3 и детский сад «Белочка», в которых числится наибольшее количество деток с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно, коррекционную школу и Центр социальной защиты. Провели несколько рабочих встреч. Мы приехали в ваш муниципальный округ, да, Инта, опять же, от родительского запроса. То есть мы осуществляем свою деятельность, повторюсь, с сентября 2020 года, уже более 5 лет, и мы увидели, как у нас это осуществляется на территории Ухты, на территории Сыктывкара. И понятно, что родители сарафанным радио видят, как это происходит. Поэтому в наши семейные приемные систематично стали поступать запрос, просим приехать и поддержать, и помочь нам развить вот это семейную приемную в Орди в муниципальном округе Инты. Тем самым мы организовали, это у нас была инновация, так сказать, родительская, когда были организованы выездные службы сопровождения семей. Поэтому это уже 10-й муниципалитет, где мы непосредственно приезжаем, знакомимся с органами законодательной и исполнительной власти, посещаем ведомственные учреждения здравоохранения, культуры, образования, да, смотрим, как обеспечивается помощь детям, нуждающимся в паллиативной помощи. Да? И мы хотели бы отметить дружелюбность, и причем положительную динамику органов законодательной и исполнительной власти, когда они, получая нашу дополнительную информацию точечно, да, в личном общении, видят действительно хорошую перспективное развитие в этом данном муниципалитете города Инты. Вот. Поэтому вот наш призыв, не призыв, наверное, а наше желание помочь. И мы видим, что отчасти, реализуя нашу программу в Республике Коми, мы отчасти являемся некой буферизацией, да, неким буфером решения проблем, точечных вопросов и также коллегиальных. Мы знаем, что у вас проживает 150 детей с инвалидностью. Также в среднем берем показатель 150 людей старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Это у нас уже 300 человек, правильно? Плюс, если это семьи, каждому опекуну или ребенку мы прибавим еще по одной члена семьи хотя бы, это будет ориентировочно где-то 500 человек, да, правильно? Потому что это также члены семьи, бабушки, дедушки, братья, сестры, то есть все сопереживают на благополучие этих семей. Поэтому целевая категория именно в муниципальном округе как минимум 1000 человек. То есть мы приехали помочь улучшить качество, оно и так неплохое, но именно проинформировать дополнительно, да, простимулировать родителей о том, или исключить, скорее всего, у них такие показатели внутри о том, что они остались одни сами с собой, со своей проблемой. Нет, это не так. Мы приехали именно рассказать о том, что есть вот эта программа, и она существует, и она успешно апробируется, и мы их призываем к этой активной работе, потому что мы понимаем, что сам родитель может сделать добро для своего же ребенка. Одним из объемных и развернутых мероприятий стал круглый стол в администрации города, куда были приглашены представители и руководители многих интинских учреждений. Представитель выездной службы сопровождения семей «Семейные приемные в Орди» рассказала присутствующим о программе общества формирования системы социального сопровождения и помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, нуждающихся в представительстве своих интересов, и о том, как она реализуется в Республике Коми. В 2018 году мы пополнили линейку всероссийских организаций, потому что мы знаем, что есть в Российской Федерации общественные организации всероссийские, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество инвалидов. В 2018 году родителями из Российских Федераций мы собрались все вместе и приняли решение обоюдно о том, что создается Всероссийская общественная организация родителей детей-инвалидов. Тем самым с 2018 года, повторюсь, мы пополнили линейку всероссийских организаций и стали Всероссийской общественной организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями развития, нуждающихся в представительстве своих интересов. Мы с сентября 2020 года
выработали с родителями Российской Федерации такую интересную историю, которая помогла родителям оказывать целевым группам ВАРДИ поддержку, именно как и точечную, так и коллегиальную, потому что мы понимаем, что эти семьи нуждаются в систематичном общении, в дополнительном самоадвокатировании, в информационно-консультационной помощи. Это, наверное, является именно том форматом поддержки. Вот. И поэтому с сентября 2020 года в нашей республике Коми прошли очень приятные события, которые не имеют аналогов в истории развития республики Коми. Да, это радостные родительские, даже я подчеркну, события, когда стала реализовываться программа формирования системы социального сопровождения и помощи семьям. Вот. Наша деятельность осуществляется за счет консультационного пункта. Это служба сопровождения семей, семейные приемные ВАРДИ. Реализация нашей программы – это Республика Коми. Тогда, когда региональные специалисты службы сопровождения семей, где, подчеркну, специалистами этой службы являются сами мамы особенных детей, которые непосредственно оказывают психологическую помощь, которые окажут информационную помощь, да, непосредственно от родительского запроса. У нас существует некая большая платформа во всей Российской Федерации, да, а это осуществляется в 64 субъектах Российской Федерации, где службы сопровождения семей работают, в том числе в нашей республике Коми, осуществляется. Обратиться в нашу семейную приемную можно по горячей линии 8 800 250 42 43. Звонок этот является бесплатный. Это центральная служба сопровождения ВАРДИ. Вот. Тем самым любой родитель из любого субъекта Российской Федерации может обратиться к нам по горячей линии. Также может зайти на платформу в интернете, да, на просторах СМИ, набрать семейные приемные ВАРДИ, где непосредственно будет форма обращения, где родитель может любого характера задать вопрос в нашу службу. Тем самым при заполнении заявления или заявки или обращения, тем самым они выбирают наш субъект Российской Федерации, и непосредственно мы уже точечно в нашем субъекте отрабатываем историю обращений. Тем самым подчеркну, что у нас при обращении имеется некий маленький момент, что когда родитель оформляет обращение, заводится некая карточка семьи в одной большой системе, где мы видим, с какими вопросами в истории родительской родитель обращается. Это может быть вопросы любого качества. Повторюсь, осуществляется оказание информационно-консультационной помощи по обращению семей, целевых групп ВАРДИ, непосредственно связаны в различных жизненных сферах человека с инвалидностью. Это может быть и образование, и социальная защита, и оформление инвалидности, и санаторно-курортное лечение, и здравоохранение, и паллиативная помощь, и обеспечение технических средств реабилитации, а также культуры и досуга. В рамках двухдневного визита представители семейных приемных ВАРДИ ответили на все существующие вопросы по улучшению качества жизни детей-инвалидов и помощи таким семьям, где растет особенный ребенок. Рассказали о своей организации и навели мосты со специалистами социальных служб ИНТы в целях дальнейшего сотрудничества.